Здравствуйте, друзья! Мы пропустили одну неделю по причинческим технинам, и в порядке компенсации у меня для вас есть подарок. Это лайфхак, то бишь способ облегчить себе жизнь. Значит, слушайте и запоминайте. Оказавшись в трудной ситуации, не дай бог, без денег, по уши в неприятностях, с кучей долгов или даже запутавшись в разборках, главное, не волнуйтесь и не паникуйте. Просто измените методику оценки ситуации. Должно помочь. Инфа сотка. Например, вас побили на улице. Но вы не огорчайтесь, а лежа в больнице подсчитывайте процент ущерба, который получили кулаки и ботинки негодяев, колотя по вашему тельцу. И если правильно посчитать, то получится, что это не вас побили, а об вас избились. Кто издевается? Я издеваюсь. Да по этому рецепту скоро вся страна жить будет. Он реально работает. Я пошел, придурок. Ну чё, как я его... Да, у нас сатирическая передача, но я, между прочим, сейчас ничуть не шучу. В России нашли уникальный способ исправлять любую ситуацию, ничего для этого не делая. Помните, что случилось, когда ВЦИОМ вдруг обнаружил, что, страшно сказать, рейтинг Путина упал? Помните? Тогда посидевшие от страха социологи ВЦИОМ вдруг обнаружили, что методика подсчета неправильная. И не важно, что социология – это вроде как наука, и что опросы, по которым реализуются настоящие социологические исследования, базируются на неких формулах. Просто признали, что методика была неправильная, сменили методику, и рейтинг как результат вырос. Так что тема работает. ВЦИОМ, на 100% принадлежит государству, изменил методику проведения соцопроса о доверии политикам после того, как рейтинг президента России Владимира Путина упал до исторического минимума. Раньше социологи задавали россиянам открытый вопрос: кому из политиков вы доверяете? Теперь добавили закрытый вопрос: вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину? Рейтинг доверия президенту, рассчитанный по старой и по новой методике, радикально различается. А дальше больше. Оказалось, что вот таким нехитрым способом можно улучшить вообще что угодно. Вот взять, например, вопрос бедности в стране. Сколько раз мы только в нашей передаче бубнили о том, что у населения маленькие доходы, и что с этим надо что-то делать. А на самом деле все хорошо. Просто раньше считали неправильно. А если посчитать немного по-другому, то ситуация магическим образом исправляется. Денег больше, правда, ни у кого не становится, но картинка вдруг начинает играть совсем другими красками. Новую методику в Росстате еще не внедрили, а результатом ее уже прогнозируют прирост доходов населения на 3,8 триллионов рублей. Вот видите, я же говорю, тема работает. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. И вот тут, будучи вооруженными новым знанием, самое время взяться за наиболее горячую тему последних дней. Горячую в прямом смысле этого слова. Лесные пожары. Казалось бы, что тут можно поделать? Эти пожары видны из космоса, их снимают со спутников, вот фотографии, вот картинки, что тут изменишь? А вот и нет. Вы что, методику действия не уловили? Надо просто правильно посчитать горячие гектары, и ситуация улучшится. Умные люди уже прикинули и говорят, в случае изменения методики успех в борьбе с лесными пожарами будет просто феноменальный. Сразу в 50 с лишним раз сократятся площади, объятые пламенем. Ну круто же! Таких результатов даже целая эскадрилья самолетов Б-200, работающая круглосуточно, не обеспечит. Все-таки гениальные люди страной руководят. Вот просто гениальные. Принято решение об изменении подходов в определении площадей действующих пожаров. А именно, заявлено, что на 30 июля на природных площадях порядка 3 миллионов гектаров площадь активного горения составляет 56 тысяч гектаров. Мы предлагаем методику определения площадей горения полностью изменить. Это был заместитель главы МЧС России Игорь Кобзев. И вот кто скажет «не гений»? Да, в стране горит, в том числе уже сгорело, примерно 3 миллиона гектаров тайги. Но давайте мы будем считать только некое активное горение. И тогда получается, что пожарами охвачено всего-то 56 тысяч гектаров. А черное выжженное пятно позади всего этого активного горения уже не считаем. Там же гореть нечему больше. Ничего и не горит. Гениально же. Дайте человеку какую-нибудь премию. А что, так можно было, что ли? К сожалению, пока еще волшебную методику не применили, а значит с пожарами, с лесными, в том числе в Якутии, надо что-то делать. Вот делать прямо сейчас. И тут вся надежда на... Да нет, какая КЧС? Причем тут КЧС? КЧС – это комиссия по чрезвычайным ситуациям. И в ней, по крайней мере в отдельно взятой Якутии, заседают люди, которые одной ногой живут в нашей реальности, а другой в альтернативной. Поэтому особых надежд возлагать на КЧС как раз не надо. Вот, например, на прошлой неделе, 31 июля, на заседании КЧС Якутии под председательством зампреда Дениса Белозерова, чиновники чуть ли не выпороли руководство Усть-Алданского УЛУСа за то, что те, не дожидаясь, пока республика заволнуется, объявили у себя на территории локальный ЧС, то есть режим чрезвычайной ситуации. И им досталось на орехи, мол, зачем вы панику разводите? Когда сгорите, тогда и паникуйте.
А буквально на следующий день глава Якутии Айсен Николаев объявил ЧС уже на территории всей республики. Видимо, запаниковал. Ну или подгорело. Я тебя не боюсь. Даже из этого небольшого примера видно, что реальное состояние дел с огнем, с лесными пожарами чиновников волнует, может быть, во вторую или даже в третью степень. Потому что если есть общероссийский тренд, есть режим ЧС. Если тренда нет, то тогда не смейте на местах поднимать шум и кричать «караул, горим», потому что у нас все хорошо. А по новой методике вообще зашибись будет. Хотя, в принципе, и без новой методики неплохо. Потому что сегодняшняя ситуация во многом результат другой гениальной идеи, которую власти реализовали на практике, когда ввели понятие «зона контроля». Суть в чем? Если что-то горит в так называемой зоне контроля, то там можно не тушить пожары, потому что а. экономически нецелесообразно, и б. все под контролем. Хотя вот новый глава Якутии зачем-то засомневался и в первом, и во втором. Ох, зря он это делает. Надо понимать, что все лесные пожары, которые расположены в зоне контроля и которые формально тушить не надо, разгораясь постепенно, могут представлять серьезную опасность и для населенных пунктов, и для деятельности промышленных объектов. Уничтожаются линии электропередачи, линии связи. Мы с этим сталкиваемся постоянно и по возможности пытаемся тушить сразу, как видим через авиамониторинг. Этот способ не дает пожарам разрастаться. Когда пожар действует на территории в сотни тысяч гектаров, никакими техническими силами его невозможно потушить. Да не надо тушить, Айсен Сергеевич. Надо просто дождаться обновления методики и посчитать по-другому. Кстати, про посчитать. В числе прочего, что надо в нашей стране пересчитать, командировочные расходы государственных служащих. Чиновники посчитали, что им выдают недостаточные суточные, отправляя в служебные и рабочие командировки. И вот тут, конкретно тут, не надо заикаться про «на бумаге хорошо». Бумага – это бумага, а карман чиновника – это карман чиновника. Профсоюзы даже направили в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, ее возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, письмо, в котором содержится требование увеличить командировочные расходы чиновникам, чтобы, цитирую, не снижать их уровень жизни. В рабочих поездках чиновникам приходится нести дополнительные расходы сверхустановленных суточных, что приводит к снижению уровня жизни. Уточню, уровень жизни чиновников снижается, когда им приходится жить в сутки на 100 рублей. Таков размер суточных. Он действительно небольшой, но следует помнить, что речь идет о людях, которых обеспечивает всем необходимым встречающая сторона. Проезд, проживание, питание которых оплачивает государство. И у которых, помимо прочего, неплохая заработная плата и стабильный соцпакет. Да и, если честно, вот положа руку на сердце, количество поездок чиновников по стране, мягко скажем, избыточное. Тем более, что на изнанку жизни они, приезжая в регионы, не смотрят. Они ходят проторенными потемкинскими тропами, слушают одни и те же одинаковые отчеты об успехах и временных трудностях, которые скоро будут преодолены, подписывают пустые соглашения, меморандумы и едут себе дальше. И вот половина так называемых рабочих командировок проходит именно в таком режиме. Нужны ли они в таком количестве? Даже с маленькими суточными. Да, приехал, заселился. Я тебя умоляю, какие бабы, это же Лисичанск. Продолжим тему того, как различаются благосостояния на бумаге и в кармане. Если помните, в самом начале передачи мы что-то там говорили про смену методики Росстата, которая позволит немного увеличить доходы населения. Для статистики, да, позволит. Для реальной реальности, в которой мы живем, увы, не очень получится. И что интересно, об этом говорят не какие-то завзятые оппозиционеры, друзья, прости господи, Навального или тайные агенты Госдепа. Нет, говорят вполне лояльные топ-менеджеры государственных компаний. Вот Сергей Иванов-младший, сын Сергея Иванова-старшего, спецпредставителя президента РФ, об этом говорит прямым текстом. Он сегодня занимает пост президента компании «Алроса». К сожалению, сегодня российский рынок ювелирных изделий не входит даже в десятку крупнейших мировых, и в ближайшие годы едва ли что-то изменится. Ювелирные украшения не предмет первой необходимости, а располагаемые доходы российских семей не растут. Крупнейшим рынком потребления ювелирной продукции остаются США, второй по размеру рынок – Китай. Сергей Сергеевич, я знаю, как вам все исправить. Не заморачивайтесь вы этими мировыми трендами, биржевыми тенденциями. Надо просто взять, посчитать объем продаж изделий с бриллиантами на внутреннем рынке по новой методике, и сразу все вырастет. Денег, конечно, у вас не прибавится, но зато ситуация... Что? А, вам так не подходит. Вам реальные прям деньги нужны? Ну, извините. Вся страна при нужде пересчитывает все, что нужно так, чтобы было красиво, а вы там особенные, что ли? Хотя о чем я? У них же там все относительно. Вот просто все. Главное, кому, что, когда и как преподнести. Некоторые, надо сказать, так запутываются в слоях этих параллельных реальностей, что начинают грезить наяву. Вот депутат Госдумы России Федот Тумусов, депутат от Якутии, так самоотверженно работал на благо избирателей, что вдруг ощутил сердцем, что песню «Сердцеедка» Егор Крид посвятил именно ему, лично ему. Не факт, конечно, что сам певец об этом знал, в клип не позвал, но посвятил. Вау. Сердцеедка, сердце
гости и где же здесь Тумусов? Так песню надо не просто слушать, а слушать по новой методике. Подтексты, так сказать, улавливать. Это, конечно, немного сложнее, чем пожары на бумаге сокращать, но нет такой задачи, с которой дважды депутат Госдумы бы не справился. Вот я не депутат, поэтому разъяснений не осилю. Так что пусть Федот Семенович сам пояснит. Тут мне вспоминается история из тех лет. Там на практике мы нашли американские тесты. До сих пор помню, что я по ним вышел прогрессивным борцом, а в личном плане сердцеедом. Здесь внучка меня останавливает и зовет свою маму. Просит второй раз рассказать про сердцееда. Оказывается, это у Егора Крида сейчас популярная песня «Сердцеедка». Она, конечно, про любовь. Про то, как она и красива, и хитра, и, конечно, практична. И снова меня уносит воспоминания о деревенской юности и влюбленности, как я ставил себе цели и достигал. Иногда через много лет, но достигал. А песня-то как раз про это оказалась. Ну вот, сами убедились, песня «Сердцеедка» Егора Крида – это про то, как Федот Тумусов в деревне ставил себе цели и достигал их. Делайте то же самое, в смысле, ставьте себе цели и достигайте их, и в один прекрасный день вам посвятит песню не то что Егор Крид, а сам Тимати. И вот на этой почти музыкальной ноте надо, наверное, заканчивать наш выпуск. Пока там еще что-то не начало подгорать, так что потом придется пересчитывать, переписывать, переслушивать, применяя новые методики. Это были «Говорящие головы». Меня зовут Виталий Обедин. Если ничего стихийного не случится, то увидимся на следующей неделе. Пока. Ребята, а что так жарко-то стало? Кондей, что ли, полетел?